Так вот. Пулеметный клев плотвы. О, придумал название ролику. Так его и назовем. Третий день рыбалки. Пулеметный вечерний клев плотвы. Потому что днем ни хрена не пулеметный был. Днем был снайперский клев плотвы. Один выстрел за 15-20 минут. А это можно назвать пулеметным. Доброе утро. Сегодня 15 апреля. Около 4 часов утра. Спать сегодня решил поменьше, чтобы не пропустить утреннего клёва. Вчера с утра клевало хорошо. Заморозка сегодня не было. Плюс 4. Всю ночь стояла. Весна полным ходом идет. Вчера поймал около ведра плотвы. Сегодня посмотрим, что будет. Поехали. Ну вот, друзья мои, на месте. Наш вчерашний улов еще плавает, живой. Раз, два, три, четыре, 6 плотвиц. Специально отпустил вот такой бассейн, чтобы не надо было чистить, чтобы не портилось. Лунки. Кинул прикормку. Лунки, ну буквально пленочка. Корочка небольшая. Видать, -1 было на земле. И все, он прочистил прям пальцем. А вчера -8 еще было. Все замерзло. Да начнется рыбалка. Прикормку с вечера я кинул. Сейчас посмотрим. Так, где моя любимая удочка? Вот она. Вот она, моя любимая удочка. Вчера пришлось молча рыбачить, так как народу было много. Болтать было никак. Посмотрят, скажут: Геннадий вообще чокнулся. Сам с собой разговаривает. В принципе, не спрашивали, сказал им, что и как, почему. Но все равно как-то при народе комментировать все свои эмоции. И как-то не так, короче. Вот так. Но сегодня пока никого нету. Наверное, по-любому народ-то будет. Сегодня пока никого нет, так что поболтаем. Не знаю, будут они смотреть это видео, не будут, но плотва идет к прикормке, а не то, что кто-то ловит ее хорошо или место нашли такое. Что пытаться продбуриваться. Потом правильно сделали. Дошли, сами прикормили, пробурились и половили. Так. Одна удочка готова. Обошелся жерлицы. Поменял живцов сдохших. Ни один флажок не сработал. Эти щуки нет. Или бастует, или супер осторожно. Так, все. Все настроено. Все чики-пуки. Поклевок пока не видать. Вот первая поклевка. Опа. Вот она, первая плотвичка. Вот она, первая моя плотвичка 3-го дня. Красотулечка моя.
Поехали. Значит, мы сегодня, я так думаю, еще половим. Сработала фосфорная. Первая. Ну, и этом дело. Мне кажется, сегодня будет все работать. Так. Сниму куртку, жарко. Пока ветра сильного нету, можно побалдеть. Ну, вчера же то дождь, то снег, блин. Ну, сегодня тоже вроде бы облачно передавали, если прогнозы не поменялись. Значит, плотва любит такую теплую облачную погоду. Ну, друзья, начал играть, и такой рывок неплохой был, похож на окуневый. Что-то так дернуло неплохо здесь, где-то метр от дна. Потянуло так не по-детски. Зеленая мормышечка там у меня. Что-то там потянуло. Один раз и все. Есть эхолот. Что-то никогда им не пользуюсь. Вот там клюет у меня. Клюет опять-то удочка. Ага. Есть контакт. Вот она идет, идет, идет. Вот так вот. Вот такая вот красота. Вот такая вот красота. Хорошо, 2 штучки есть уже. Вот, все-таки сходил я за эхолотом. Купил я его уже лет 5 назад, толком я еще не пользовался. Поставил эхолот. Он показывает, что глубина 5,5 метров. И в нижнем слое есть рыба. Идем сюда. Значит, Колян, а где я сейчас ловил, рыбу там не показывает. Вот такие вот дела. Чудо техники. Не будем время терять, ждать, пока к моему подойдет рыба. Пойдем туда, где она есть. Так что вот как... Ну, здесь рыба тоже, оказывается, есть. Пока мы ходили, вон какая плотва красавица зацепилась нам. Откуда же ты взялась, если эхолот показывает, что здесь рыбы нет? Иди к своим сородичам в бассейн. Плавайте.
все-таки не будем терять время. Пойдем туда. Рыба показывает просто валом. Средней толщи воды. Глубина 5,30, значит метра 2,5 надо. Что это было? Скорее всего, я задел рыбу. Ну все. Все, друзья. Рыбка уже поклевывает. Курточку снимаю. Ага, есть поклевки. Хорошая штука этот эхолот. Так, ну что у нас? Показывает рыбку. Не показывает. Что-то вроде бы пиково как подошел. Ага, снизу мелкая рыбка плавает. Ходил сейчас на вчерашнее место, так как здесь ничего не показывало. Закинул 3 удочки, пробовал. Ну там я крупные мормышки поставил, блесенки на червя. Думаю, может окушок. Тишина. Тишина полная. Увидите, там на балансир щучка попадалась, походу ушла. Такая вот зелененькая с глазиками мормышка. О, на золотую клюет. Ой, и рыб показывает. Блин. Надо вытаскивать, уйдет. Зацепилась. Ага, есть плоток. Ай, ёк-макарёк. Так. Что у нас тут? О, какая крупная плотва проплыла. Или может это подвязок? Показала крупную рыбу. Где-то примерно полметра от дна плавают. О, так и есть. Все верно. И у меня мормышки также. Вон видно рыбу, вижу. Есть здесь рыба. Одна. Одна рыбка здесь плавает. Вот она, вот она. Вот она. Вот она где плавает. Угол обзора 40 градусов, как я помню. Там написано было. Это получается вот где-то 40. Так вот идет она. В принципе, все 3 лунки должна охватывать. Конечно, она не покажет, какой именно удочки ближе рыба подошла. Все, рыбы нет. Он пикнула, подошла одна маленькая. Вот она. Или что это было? Рыбы нет. Ни одной рыбы нет. А тут у нас поклевка. Ага. Пикнула поздно, уже пикнула. О, окунь. Ну нифига себе. Окушок. Коля здесь сколько вчера рыбачил, ни одного окуня не поймал. Прогуляться балансиром, что ли, по лункам? Лунок много, лунки не замерзшие. Может, щучка попадет. Пойду-ка я прогуляюсь. А вдруг? А вдруг, а вдруг, а вдруг?
Пока выключаемся. Поклевок пока нету. Сделал вот такой бассейн для рыбы. Теперь наша рыба до вечера точно не испортится. А то здесь уже лед на помойку больше похож. О, плавайте. Вот такой вот бассейн. Чистить не надо, солить не надо. Рыба сохранится в лучшем виде. Там один бассейн уже есть. 9 плотвиц там плавает. Вон 10-я плотвица и окушок. Как-то вот так. Ну а я сейчас возьму балансир и пройдусь по всем лункам. Рыбаки приехали уже на 2 буранах, 4 человека. Рыбачат тоже. Мы тоже будем рыбачить. Вот такая вот прикормка. Зимняя увлажненная плотва Кама-мама. Вот, вчера я ей прикармливал. Сейчас вот тоже закинул в кормушку. О, у меня поклевка. А что эхолот молчит? Эхолот, ты что, рыбу не видишь? У меня клюет. А ты молчишь. Фиговый эхолот. Так. Увидит ли он кормушку, этот эхолот? Так. Не утопить бы датчик. О. Снизу показала одну рыбку. А сейчас где-то клюнет. Вон. Это моя прикормка, походу, ага. Показывает типа рыбу, вон сколько. Вон, по мере опускания прикормки он показывает, что рыба типа там справа. Основное вот оно где. Уже ближе к дну. Где-то полметра осталось. У меня там поклевка. Все. Тут она на дне. Там у меня клюет. Все, прикормку закинули. И прикормку видит, в принципе. Так. Все, что ли? Больше ничего не видит. Очень плохо. Прикормки, надеюсь, подойдут. А пока подходят, мы погуляем с балансиром. Поехали. Итак, у нас сработала там одна жерлица. Загорелся флажок. Поедем глянем, что там. Тут попала одна плотвица, запутала все вокруг кормушки. Еле распутал все. Поднял все удочки, чтобы в дальнейшем такого не повторялось. Глубина большая, а лунки рядом. Все 3 удочки и кормушки что запутало. Еле распутал. Что, поехали проверять жерлицу. Вторая сейчас сработала, да? А, это давно, это недавно?
Что-то не дергает, опять ложное, наверное. Не, пусто. Пусто. Хитрая здесь щука. Не так-то просто ее поймать. Или мелкая, одно из двух. Или хитрая, или мелкая. У вас как дела, поклевывает? Блин. Откуда здесь сорока? Здесь ее никогда не было, блин. Вот ловится на вчера, где-то я ловил, там тоже один окунь, считай, раньше ловился. А окуня нет? Окуня нет? Нет, вот вчера одного хорошего. Да это мелочи окуневый есть. А подвязка сегодня тоже, да, здесь? Да, пару вчера и сегодня одного. Крупный? А ну уже у меня такой же вчера один был. Я оставил 3 удочки там по центру кормушки. Пока гулял балансиром, одна плотва заглотила. И вот так вот все. И 3 удочки, и кормушки еле распутал, блин. Я увидел, вот, что сработано это, думаю, дай посмотрю, а там что творится, блин. Сейчас все поднял. Ну, тоже нет. Вчера они меня уже задолбали меня гонять туда-сюда, блин. Вот так ранняя жерлица особенно, блин. Возле речки, которая. 5 раз уезжал за ней. Но одна потом попалась, сошла. Они берут, видать, еле-еле. Итак, как и вчера, потерял я около часа времени, наверное. Обошел все лунки на балансир. Ни единой поклевки. Вот такой вот окушок жерличный. Кинул в ведро. Было 2 сработки жерлицы. Проверил, тоже пусто. Щука очень осторожная, или мелкая, или просто не хочет брать. Мужики вон дергают плотву, попался один подвязок. Закинул удочки по новой. Будем ловить плотву. Будем ловить то, что ловится. Поехали. Друзья, погода испортилась совершенно. Метель, снегопад, ветрище. Камера вся сырая. Короче, пока отключаюсь. Если погода восстановится, включусь по новой. Если нет, так вечером скажу, что и как. Все, а то я боюсь, что сломаю камеру. Все, давайте. Друзья, несмотря на то, что идет снег, я все-таки решил включить камеру, чтобы показать вам, как начало клевать. Вон. Клюет супер. Вон какая крупная плотва клюет. Рыбачу на 2 удочки. Просто не успеваю поднимать. 3-ю удочку выкинул, чтобы не путалась. Вон. Попало 4 фишка к тому же. Вот они небольшие плавают там сверху пузом. И штук, наверное, десяток плотвиц уже вытянул. Решил немного поснимать.
Пока клюет, поснимаем. Бог с ним, с этим снегопадом. Капюшончиком укроем, да и ладно. Так, видно, надеюсь? Видно. Так, сейчас мы снимем сначала эту плотвицу. Проглотила мормышку аж за глот. Пока подцеплял одну. Так вот. Не зря говорят, что плотва в снегопад клюет. Как снег повалил, так и начала клевать. Хорошая такая добротная плотва. Откуда здесь стишки? Ну, в принципе, стик здесь есть, но обычно не берет. 4 штуки попало. Так, садим ближе. Пока болтал, тут клевало. Наверное, сбили червя. Опарыша. Есть, плотвичка есть. Поплавайте в бассейне. Вон тут какая красота уж творится. Снега накидал. Вон сколько снега навалило. Такое ощущение, что небо прорвало. Идет и идет. Падает и падает. Вот какая красота. Вот какой аквариум я сделал. Есть. Доведу, не доведу. Ну, опа. Вот она. Вот она какая. Красавица речная. Озерная. Клюет потихоньку. Плотва, да? Ага. Или окунь? Одного окуня поймал. Чего, щука так и не сработала за ночь? Вон срабатывает, я даже не иду туда нахрен. Она мелкая. Не может загрузиться, да? Наверное. Время теряешь, только с балансиром ходил, считай, и все. Бесполезно. Прикормил, да? Да. Кинул прямо с грузом туда внутрь. Ой, хорошая. Да? Ага. Червя? Червя опарыш он берет все. Ха, А вон. Ты этот, заповедник сделал? Бассейн, да. А чё ж, чем это? А хорошая, чё ж ты? О, сижок попался, да? Да. Сижок тут попал, да? Да, сижу, жиганчик еще один. А что, так не надо, не один сижок, да? не надо чистить их? 2 песка. 4, наверное, или 3. Вот 4. он сверху буду. 4 стежка. А они стайка, видать, подошла друг за другом и нахерачили. Хороший бассейн, все, и она живая. И не надо чистить. Это тебя. И не надо чистить. Пусть живут у меня, и там бассейн.
Эхолот был, батарейка села, я туда пихал утром, Ага, не показала рыбы. Сюда пришел, показала, да? сначала показала, потом, Слева, слева, ебать. потом пока устанавливал, она бац опять пропала. Рыба пропала, блин. Туда пошел, там есть. Короче, я так понял, они стаи находят, видать, стайка приходит, она есть. Видно по эхолоту, дю-дю-дю-дю-дю, где-то от пол воды на глубину. Ну, до глубины как бы есть, сверху как бы нету. Опять нету. Туда пошел, там есть. Опять нету. Опять время проходит, и стайка приходит, а потом батарейка села. Свежую не взял. Пальчиковая батарея там. Где там? Приходил разведчик. Сейчас прибегут. Вот так вот. Посмотрел мой бассейн. Видел фишков. И потопал быстрыми шажками. Сейчас придут. Сейчас придут, скажи, придут. Эк. Не успел. Не успел, скажи, не успел. Успел. Ну, где-то мелкая какая-то. Ну, пойдет такая средняя плотвичка. Пойдешь. У меня, кстати, сработана жерлица. Но я туда не пойду. Надоело бегать. Время потеряешь. Час времени. Пока туда-сюда ходишь. А щука не попадет. О, и там клюет. И здесь поймал. О, заработала. Когда клюет, пофиг на эту непогоду. Все по барабану. Все по барабану. А с утра плохо клевало. Вчера с утра клевало хорошо. Сегодня с утра плохо. Это сейчас вот расклевалось немножко. Ладно, пока выключимся. Ну вот, что и следовало ожидать. Уже идет. Ветер какой-то противный, блядь. Когда нам плохо, это рыбе хорошо. Не зря говорят, плотва снег любит. Нам хорошо.
А ты вчера здесь тоже прикармливал, да? Нет? Так клевало? А там что, перестало? Окуня не было? Он идет, все 3 удочки срабатывает. Видать, стайка идет. Проходит тишина. И холод, пока батарейка не села, то же самое показывал. Ну, тьма идет, и куча такая, видно, что стая хорошая. Проходит, ни одной рыбы нет. А от 5,5 метров в глубину показывает здесь. А от середины до дна вот сплошняком идет стая такая. А? Пальчиковая. У тебя есть пальчиковые? А? Ну, можно поставить, если что. А тут и по удочкам видно, когда она идет, она клюет. Нету вот затишья, ни одной поклевки нету вот сейчас. Значит нету. Какая-то стая проходит, только она не стоит почему-то. Пофиг ей на эту прикормку, блин. У меня всю ночь там прикормка была. Там. Утром пришел, 2 плотвички поймал. Эхолот кидаю, ни одной рыбы нет. Ну вот, друзья, наконец-то погода хоть немножко устаканилась. Выглянуло солнышко, снег перестал падать. Что здесь творилось, это полный Армагеддон. Ветрище со снегом. Аж удочки выносило нахрен. Удочки улетали. Пошла крупа снежная. Ну, сейчас вроде бы немного наладилось. Не знаю, надолго ли. Вон в моем бассейне прибыло плотвицы. Вот 4 стежка. Окушок вверху пузом. Хорюзок там один даже есть. И плотвиц где-то, наверное, около 30-40 штук. И там еще штук 15. Мужики собрались домой. Надоело, говорит. Ну а я еще порыбалю. Мне еще пока не надоело. Как-то вот так. Ну что, будем дальше рыбачить? Все. Витя уехал. Давай, счастливо! Добраться вам до машины, до дому. Отловились мужики неплохо. Хорюсков даже нашли, штук десяток, наверное, на озере. Поехали. Путь предстоит не короткий, долгий. А мне, наверное, завтра. Сегодня я, наверное, еще останусь. Еще порыбачим. Еще не нарыбачился. Продукты есть, все есть. Так что не будем терять последние деньки. Скоро все отпустит. И не добраться будет до сюда. О, опять замело все. Вон что творится. Вон какой ветер сильный. Вот только что затихло все, и опять по новой все началось. Хоть дождя со снегом нету, и то хорошо. Клёв. Клёв тоже еле-еле, вялый-вялый. Кто-то очень осторожно берет. Витя все-таки... О, сошла. Вытащил одну щучку на балансир. У меня там одна сработанная жерлица.
тогда, наверное, ложная сработка, я уже не езжу туда. Вчера катался целый день на загары. Сегодня ни одной щуки я так и не поймал. Опять снег повалил, да ёпрст. Вот погода так и меняется. Ветер, снег, солнце, опять ветер. Вон, прояснение короткое было, опять туча налетела. Чернющая туча вон, и опять снегом закидывает все. Вчера было тепло, комфортно, сегодня не очень-то комфортно на льду сидеть. Поклевка, поклевка. Поклевка, поклевка. Поклевочка, поклевочка, поклевочка. Вот какая хорошая плотвица. Вот. Скадан заглотился как. О. В бассейн. Хороший способ, кстати, чтобы сохранить рыбу. Живая рыба, она уж точно не испортится. И чистить не надо, и солить не надо. Домой принес свеженькую и делай с ней что хочешь. Можете, кстати, многие взять на заметку. Летом я также все делаю. Поймал рыбу в садок. И все, никаких проблем. Никаких проблем. О, Вадим завелся. Опа. Вот так. Еще плотвичка. Мало того, что глубоко и с длинной леской как бы тяжело управляться, так еще и ветер ее сносит, путает. Вот и приходится выкидывать удочку подальше, чтобы не спутать. Пару раз уже мне все перепутывало. Ну ничего, распутал. Несмотря на непогоду, нет-нет, да поклевывает. Зато ни окунь, ни щука не берет. Один окушок вот попался. Нет, парочка-то есть, наверное, здесь. Вот один кверху пузом, и там еще один небольшой где-то. Клюет, 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 клюет. Проводим этих. Ой, счастливо, пока-пока. Вот и все разъехались. Опять остался один-одинешенек. И теперь можно говорить во весь голос. А то ни поболтать, ни рассказать, ничего. Сидишь, молчишь. Вот теперь будем говорить. Теперь мы будем разговаривать. Ну и показывать, если, конечно, будет клев. Только сказал, что не клюет. А у меня же здесь клюет. А у меня уже здесь клюет. А у меня же здесь клюет, 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 клюет. Вот какая красавица клюет. Вот она какая. Жирная такая.
Жирная плотвица. Ух! Сейчас в бассейн пойдешь. Подожди немного. Сейчас в бассейн пойдешь, искупаешься там. Смочишь жабрышки свои. А то давно не купалась. Ох, какая толстенькая. С икрой, наверное. Еще будет? Повторения не будет. Успею донести красавицу свою. Вон. Опа. 20 сантиметров длиной. О. Красотуля. Плавай. Так, кого мы еще не ловили? Это ершей не ловили. Давай еще мы ершей половим сегодня. Плотву ловили, сига ловили, окуня ловили, хариуса ловили. Ершей мы еще сегодня не ловили. Вот, нашел ершовую лунку. Клюет ерш. Половим ерша. А что? Ерш тоже рыба. Он сейчас весной, вон какой пузатый. С икрой, вон какой здоровый. Знаете, какой он вкусный? Просольный, с икрой. Икра у него самая вкусная, наверное. О, это объединение. Объединение. Ёрш это тоже хорошо. Соленый ёрш, он тоже вкусный. Кто-то уху варит, кто-то с них котлеты делает, кто-то шпроты. Я их солю. Мясо соленого ёрша очень вкусное. И без мелких костей, как у окуня. Так что ёрш это еще та тема. Особенно весенний, когда он с икрой. Итак, у нас опять плотва. Плотва-плотвичка. Только что сошла крупная. Одну плотву он поймал. Вроде бы клюет. И я сегодня сейчас подумал и решил, половлю-ка я, наверное, до темноты. И свалю-ка я тоже, наверное, домой. Что-то мне поднадоело одному куковать здесь. Тем более рыбу надо чистить. А рыбу чистить я не люблю. В принципе, она у меня вся почти живая. Но если ехать в избушку, надо будет с собой ее брать. Если ее не чистить, она вся будет мягкая. От костей будет отходить. Это потому что сейчас мороза нету, она не замерзнет. Так что поеду-ка я лучше домой сегодня. Если клевать будет, ведерочка у меня будет по-любому. Добью я его. А нет, так и нет. Надо монтировать. Надо заливать. Надо отдохнуть, чтобы опять поехать на рыбалку. Давай. Иди сюда. Вот так вот. Иди сюда. Вот такая вот плотвичка. Красавица. Сегодня половили всякую рыбу. И ерша, и окуня, и плотву, и сига, и хариуса. Щука жалко только не попалась. Ай, блин, надо же еще и жерлицы снимать. Не буду их больше сюда ставить. Без смысла. 2 дня простояли. Вот это подарочек под занавес. Не путай только. Подвязочек. Вот
такой вот подвязочек попал. Напутал только все мне. Вчера один, сегодня один. Так, где у меня леска-то? Так, потихоньку мы ведро-то соберем, наверное, сегодня. Плотва. Плотва, плотва. Клюет, удочка клюет. Побежали, побежали, побежали. Ну-ка, клюнет, нет еще. Все, наклевался. Нет еще. Еще клюет. Еще клюет. Еще плотвичка. Опять ветер поднимается. Показать вам фокус? Угадайте, что здесь под лыжами? А под лыжами у нас аквариум. Вот их сколько. Фишки уж окочурились. А плотва вся живая. Как я только их буду руками отсюда доставать, с этого бассейна, все руки позамерзают. Столько рыбы я надергал сегодня. Есть поклевки? Нет? Пока нет. Новая ломка. И ну, бляха-муха, и новая поклевка была. И опять сход. Опять досадный сход. Клюет. Клюет, 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 родная. Плотвичка дорогая. Ну, повторения будет? Нет? Будет. Есть еще рыба. Давай, 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 давай. Давай, моя хорошая, давай, давай. Ударь. Да, блин, да что такое, а? Карта выдернул. Свежий опарыш. И поклевка. И поклевка на свежего опарыша. Что-то вечерняя плотва мелкая. С пивом потянет. Говорят, еще с плотвы котлеты делают. Надо попробовать. Я знаю, что вкусные. С плотвы еще не пробовал. Это что-то не плотва. Плотва. Так сильно сопротивлялась.
Латвичка, сестричка. Все, там сколько? 5 штук. Здесь 3. Что-то маловато. О, еще поклевочка. О, какая хорошенькая. И сошла. Ну, на берегу-то можно сходить. Покрупнее будет уже. И ударила хорошо. Что, у них к вечеру аппетит поднялся, что ли? Целый день мозгом пассировали, еле тюкали. Сейчас, смотрю, ударила. Почти как хариус. Вечерний клев типа, да? О, блин. Типа вечерний клев. А жерлицы что, я под фонариком собирать буду? Опа. Какая хорошенькая. А. Жерлицы придется собирать под фонариком. Или не поехать сегодня. На улице холодно. Не знаю, посмотрим. Не, надо ехать. Ничего, в темноте поедем, подумаешь. Фара есть. Ну, что такое? О, хорошо как. Ну, давай. Вот она. Молодец. А, 5. Там 5 и здесь 5. Без всякой прикормки. Просто лунка. И глубины в 2 раза меньше. Тут всего от силы 1,2 метра, наверное. Вот тянате. Днем здесь пробовал, не клевало вообще. Одну плотвичку кое-как поймал и все. К вечеру он ушла на берег, получается. Не поймешь ее. Нет, еще есть. Ага, 6. Короче, сбился со счету. Вон какая кучка уже. И пока клюет плотва. Блин. Так я точно сегодня никуда не уеду. Все, включил камеру, перестала. Какие мы скромные. А нет, еще есть. Есть еще плотвичка.
Странно, днем здесь вообще не клевало. А под вечер вон. Интересная рыба, плотва. Не знаешь, когда она клюет, где она клюет, на что она клюет. Хорошо, когда клюет. И пока клюет, надо дергать. Я потом эту плотву точно нигде не поймаю, когда речка откроется. До лета. А летом там будет уже другая рыбалка. Там будет окунь, будет щука, будет хариус. Там я точно, это я в детстве помню, на озере плотву ловил. Ну, конечно, не в таких количествах. Я даже у стока, наверное, не ловил никогда. За раз. Ох ты. Что это было? Ту-ду-ду-ду. Днем она клевала только на стоячку. Сейчас на стоячку не клюет, сейчас надо играть. Сейчас берет только на игру. Ух ты. Успел. Вот так вот. Не судьба. Не судьба тебе убежать. Не судьба. Об лед крючок цепляется и все. Рыба сходит. Руки начинают замерзать потихоньку. Это от снежка, который вот выпал сегодня, свежий. Удочка вся в снегу. От этого снега, вон ручка вся в снегу получается. Ничего. Руки такие страшные уже. Ну, как окоченеют, так и перестанем. Палатка это, конечно, хорошо, но на свежем воздухе лучше. Комфорта меньше, но зато все по-честному. Опа. Ну. Бью. Тихо. Все равно придется. Тогда на серу. Все равно пришлось руки намочить.
Дуй, хорошенько идет. Вот так вот. Вот так вот. Молодчага. Вот это я понимаю, вечерний клёв. Целый день муском пассировала, еле-еле. А вечером пошло. Красота. Красота, да и только. Так, попробую с открытым жалом, не поправляя. Возьмет, нет? Взяла. Хорошо. О, какая еще хорошая взяла. Тогда не будем тратить время на поправление. Кучка растет. Кучка растет. Могучая кучка. Сбился со счету, но штук, не знаю, 30 может быть есть уже. Ведро, наверное, точно полное уже будет. Ладно, пока клюет, ловим. Грех уходить с такого клёва. Не каждый раз так клюет. Бывает, целый день сидишь. Ну, как сегодня вот. Целый день приходилось упрашивать каждую рыбу по несколько минут, блин. Не спорю, я выпросил, конечно. Я их уломал. Я их попросил. Вот. Единственная мелкая плотва, жерличная. Мелкой плотвы вообще не было сегодня. Ну, пару таких более-менее. На жерлице даже ставить нечего. Давай. Вот так. Такая вот красавица. Красными глазами. В чем отличие плотвы от сороги? Кто мне скажет? Это разные рыбы или это одна и та же рыба? По коме вот это называется кельчи. Я не знаю, как называется сорога. Я уже как бы недавно начал замечать, что плотву называют сорогой. Почему так?
Почему-то раньше думал, что это разные рыбы. И просто по-разному называют в разных местах. Кто знает, можете написать в комментариях, в чем отличие плотвы от сороги. Я никакого... Может, я просто не знаю, что такое сорога. Но даже здесь вот наши... Некоторые вот эту рыбу, которую я называю плотвой, называют сорогой. Клюет, как из пулемета. Там немного затихло. Пришел сюда, вон. Буквально за пару минут надергал. Это что-то с чем-то. Я так плотву еще не ловил. Там голая мормышка даже, я толком не поправляю. Там кусок шкурки висит опарыша и все. Чукает и чукает. Вот так вот. Пулеметный клев плотвы. О, придумал название ролику. Так его и назовем. Третий день рыбалки. Пулеметный вечерний клев плотвы. Потому что днем ни хрена не пулеметный был. Днем был снайперский клев плотвы. Один выстрел за 15-20 минут. А это можно назвать пулеметным. Вот так. Еще бы сами отцеплялись. Пулеметный клев плотвы. Вот это плотвенцы. О! Вот это да. Как подъязок. Красавица. А ты мне нравишься. О, все хорошие. Бабахнуло, я ж думаю, что такое, думаю, точно язь ударил. Тоже ничего. Кучка растет. Кучка растет. Вот она. Какая кучка уже. Там кучка, здесь кучка. Вот это вечерний клев. Вот это я понимаю. Тара-та-та, пулеметный. Пулеметный. Ну, давай, давай, давай. Просто кайф ловишь от такого клёва. Просто кайф. Села рыба, поклевала. Не хочет, да хоть все звезды на небе сойдутся,
и ветер такой, и звезды, и луна. Не будет клевать она. И ты хоть усырись, не будет она клевать. А когда все на минусе, ну в смысле для рыбалки, а я просто захотелось клевать, и она поклюет. Лично мое вот такое мнение. Я раньше пытался записывать. Приду с рыбалки, посмотрю историю погоды, запишу, сколько поймал, где поймал, какая была луна, какой был ветер, какое было давление. И самое интересное, никакой определенности. То есть один раз при таких данных клев был, в другом разе, в другом месте, даже бывает и в том же месте, все совпадает и клёва нет совершенно. Так что эти приметы, все это фигня. Надо ходить каждый день на рыбалку. И рано или поздно ты на клев попадешь. Сегодня попал на плотвинный клев. Вот на такой вот красивый плотвинный клев. Завтра попаду на харюзинный клев. На харюзин я не знаю, попаду не попаду. С такой речкой. Но надо попробовать. Если так хариус будет клевать, это красота. Правда, с одной лунки навряд ли ты его столько выдернешь. Самое большое, что я выдергивал таких нормальных харюзов, 18 штук. Одну за одной с одной лунки. Просто вот так же, как сейчас плотву таскаю. Как-то было около 30, но там за полчаса примерно было. Было тоже такое. А так, вон, вы сами все видели. За целый день 10 штук. За целый день 4 штуки. И целый день ищешь, буришь, ходишь. В надежде на клев. Ну, все-таки я дождался не харюзинового, так плотвинного клева. И пока клюет, я отсюда не уйду. Ну и вот руки замерзли уже, и все. Грех с такого клёва уходить. Фортуна, удача этого не простит. Больше тебе не придет никогда. Скажет, ты чё, Геныч, зажрался, да? Клюет, клюет, а ты взял и ушел? Нет, пока клюет, надо ловить. И никаких. Вон. Когда еще так клевать будет? Что самое нравится, это небольшая глубина здесь. Метра 2 от силы. Удобно. Раз, два, ну, 3 может быть. А не как там 5-6 метров. Пока достанешь, блин, вся леска перепутается. Да если еще ветер все в одну кучу сметет. О, намучился я сегодня, конечно, за целый день с этим ветром. Да с этой глубиной. Ну вот, походу, и закончился вечерний пулеметный клев плотвы. Я прикинул, здесь 35 штук. Там
62. 97 штук. 3 плотвички до 100 не хватает. И все, перестало клевать. Только когда я теперь буду собирать жерлицы и все такое. 97 без 3 штук. 100 плотвиц поймал. Ну пусть за часа полтора, наверное, не больше. Солнышко село. Начало темнеть. Не знаю. Жерлицы собирать надо. Сейчас будем еще лунку проверю вот эту. Клюнет, не клюнет. Нет, так нет. Надо было, конечно, бы сотню еще добить. 3 плотвички поймать. «98». Одна ушла только что. До этого была в лунке, уже ушла здесь. Дырочка узкая тут. Замерзла лунка. Нашел новую лунку рядом, третью, которая не нашел. Все-таки решил добить сотню. 98 уже есть. Осталось 2 штуки. Так, только не сходи. 99. Ну давай соточку, давай. Давай. Вот она, соточка какая красивая, а. Вообще прелесть, смотри. Вот это красота. Самая красивая плотва, наверное, за 2 дня. А, снегу извалялась. Плавники красные. Вообще прелесть. 100. Плотвичек за вечер, за поздний вечер, можно сказать. Солнце уже почти село, когда я начал. Я подошел к этим лункам, чтобы забрать вот эту удочку, которую я оставил. Если бы там ничего не было, я бы забрал и ушел. Я оставлял ее на червя. Но там сидела плотва. Я снял ее. Ну, машинально закинул. И понеслась. Вот так вот. А не было бы плотвы, возможно бы я взял бы удочку и давно бы уже ушел. Уже бы сейчас, наверное, к машине подъезжал. Смотри. Как в аптеке. Ровно 100 штук и все. Вот этих 3 штук до сотни не хватало. Сначала один сошел. Потом 3 штуки. Там 35. Здесь получается 62. И тут 3. И все. 100 штук есть. И больше ничего не надо. Закончили на сегодня рыбалку, все. Сейчас следующее включение будет, если там что-то будет видно, когда соберу всю рыбу. Пальцы онемели. Потом сбегаю в избушечку, соберу оттуда вещи
Ой, не знаю, столько делов. Придется, наверное, все-таки завтра ехать. Вот так вот. 100 штук. 100 штук за 1,5 часа. Это здорово. Ну все, пока.